Здорово всем. Здорово, здорово. Всем привет, я бумажками работаю. Так. И решил немножко ну что, народу нету, пока нету. Сегодня день холодный, сегодня день неудачный. Пару тестов провел и недоволен результатом. Вот. Еще могу сказать, вчерашний эфир был полезным. Сегодня после поступления настало где-то 50 человек. Вот. То есть участников. И почему-то все думают, что был один случай. Дрова. Один случай был, который меня удивил. Один человек покупает билеты, приобретает не один, а 4 штуки. И 4 он отправляет по 100 рублей. Таким образом поступает много человек. Таким людям объясняю. Билет стоит, один билет стоит 100 рублей. Если хотите 10 тысяч, да, получается. Не проще отправить 1000 и получить 10 билетов. Понимаете? Зачем 4 отправлять? 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. И на этих 4 только один и тот же сотовый номер. И самое главное, в описании, когда отправляете через онлайн Сбербанк, там вверху ваша сумма, пишите, и снизу заметно-незаметно посередине где-то слово описание. И там пишите свой мобильный номер действующий. Вот и все. А то некоторые отправляют, имя высвечивается. Ну, таких случаев 3, по-моему, всего. Видать, новички отправляют и на место в описании пишут лотерея, пишут нож мой, мимбагым и так далее. Удачи, улыбнись там. А вот номера нету мобильного. Тогда я как могу писать? Билетики на номерах. Вот так вот распечатка. Это они отправляют в описании свой мобильный номер активный. Вот и все. Но сегодня ко мне позвонили друзья. Бывшего Советского Союза. По видеозвонку, по аудиозвонку через WhatsApp. Человек из Казахстана. Привет казахстанцам. Каким-то образом нуждающиеся, те, которые стремятся, все равно достигают своих целей. Каким-то образом они отправляют. Понимаете, они приобрели билетики. Вот, и один хороший знакомый из Грузии сегодня, оказывается, в Грузии отправлять туда-сюда, даже на мобильный номер, на сотовый пополнять счет очень трудно, оказывается.
Вот, здорово. Это сегодня я только узнал про такую ситуацию в других странах. Вот. И мы нашли общий такой метод. Вот. И он отправил. Вот. Сам очень рад, что отправил. Наконец-то, говорит. 6 билетов приобрел. Ну вот. Люди, те, которые хотят участвовать, те, которые хотят приобрести ножики, метод находят без проблем. И из того же Казахстана один человек, ну, никак не может отправлять. Не умеет он. Что-то у него не получается. Вроде живет в Алма-Ате, вот. И другой тоже казахстанец в Астане, ну, никак не может отправить. Желаний у него очень много. Давай, я хочу, там, то все. Но правила есть правила, ребята. Люди из Эстонии, из Беларуси запросто отправляют без проблем. Спрашивают, находят какой-то метод и приобретают билеты. Что очень хорошо. Что очень приятно. Во всяком случае, для них. У них уже есть шанс. И не один. Вот. Таким образом, нас участников стало в районе 50. Вот такие вот новости у меня сегодня. Еще раз объясняю. В описаниях пишите свой активный мобильный номер. И этот номер будет и есть ваш билет. Потому что сотовые номера не повторяются. У каждого свой номер. Вот и ваш билет такой же. Именно такой же. Вот. Так что не забудьте в описаниях писать. Особенно мои земляки ошибаются. Отправляют. Пишут на родном. Уехал и тым. Мақталыгытта мин каявын, мин бағым. Чего-то баллар. Вот. И как вчера и говорил, в последнее время слабый пол, то есть прекрасная половина человечества, стала активнее участвовать. Так что, уважаемые красотки, красавицы, бабушки, тетушки, жены, подруги, дочери, наконец, внучки, правильно поступайте. Если мне бы ножик подарили бы, я был бы очень рад разыграть 2 ножа. 150. Ну, сейчас сколько? 9 дней, по-моему, осталось. Всего ничего. Так что дерзайте, ребята. Все зависит только от вас. С моей части числа так 17-18 уже предоставлю ножик. Протестирую. Выложу на канал. Сами увидите, какие они красавчики. Вот. Вот. Ну, в тот раз 153 было. И сумма была уже нормальная. Вот. Ну, больше, чем средняя зарплата среднего продолжительности и так далее, и так далее. Но это уже хорошая сумма. Не стыдно человеку помогать, правильно? Это не 7, не 9 тысяч. Ну, чтобы они могли что-то конкретно приобрести и так далее. Вот так вот. На самом деле мне от этого ничего не остается. Я еще округляю эту сумму. Зачем человеку 99 рублей отправлять, если возможно 100? Правильно?
Ну так. Вот такие вот пироги, дорогие друзья. Ну что, есть вопросики? Спрашивайте, ребята. Спрашивайте. Пока я на связи, говорите. Да хоть 100. Ограничений никакого нету. Повторюсь, в описании пишите свой активный мобильный номер. Вот и все. А так, мне приходится ковыряться и в смс-ах, и потом в WhatsApp, в личку. И позавчера я делал рассылку, так что у меня 1500 контактов прямо в рассылке так и стоит у меня в WhatsApp. Поэтому еще надо там найти тот, который отправил и чек предоставляет. Ну, конечно, это хорошо. Я пишу принято, значит уже записано. Вот. Ну, распечатку я уже... Так, завтра не могу. Или могу. Угу. На днях сделаю распечатку. Уже будет визуально видно. Баночка у меня там лежит с прошлого года. Готовый. Вот волшебная палочка вот стоит. Некоторые тут сказали еще, надо как бы остренько сделать, чтоб сразу, а не так. Нет, на самом деле, да, не буду делать остренько. На самом деле это самое, этот крючочек решаемый. Если делать острым, то будет один клев. Засунул один раз, вытащил и все. Неинтересно. А если там куюрить, как говорится, и потом поковырялся, нету, и нашелся, вот это уже интересно, ребят. Не интересно один раз. Все равно, что рукой достать. Правильно? Посмотрите День Икс. День Икс, посмотрите хорошенько, как там проводился. И вчера ко мне пришло одно такое грустное сообщение от моего земляка. Говорит, вы обманщик. Вот. В прошлый раз я покупал билет. И не один, говорит. Поздравляю, говорю. Ну, 16. Угу. Фу, наконец закончил. Поздравляю, говорит. Он говорит, недоволен я вами, вашей деятельности. А что такое? Вы обманщик. Нигде в газетах не печаталось, на телевидении, на радио не вышло. О, красавчик. Подожди, дорогой. У меня есть YouTube канал. Там же было обещано розыгрыш. Правильно? Правильно. Я ему отправил запись 20 числа. О, толстенная. Все должно изучить сегодня. Блин. Читать, конечно, я умею, но не люблю. Как и многие из вас. Ну надо, значит надо. Вот. Человек, наверное, издалека. Из других районов. Там, где интернета нет. Или плохой. Или плохо. Информация плохо дошла до него. Но я в личку отправил эти День Икс по YouTube. Отправил. Так. Потом промолчал. Молчит пока. Ну, возможно, смотришь сейчас. Увидел, не увидел. Скажи, какие ваши впечатления. Правильно ли я делаю. Было ли действительно 20-го 20:00 вечера по якутскому времени. Так, и в WhatsApp есть
Да, это инструкция одного предмета. Называется он... Ой. Преобразователь. Преобразователь. Короче, из обычной розетки делает трехфазку. У меня дома нет трехфазки пока. Вот поэтому мучаюсь туда-сюда. Так, и некоторые в контактах в WhatsApp очень правильно поступили. На своих статусах поставили свои ролики, которые я вчера репостнул. И это я сам удивился. И благодаря ним так и поступайте. Статусы некоторые смотрят, ну, большинство смотрят, конечно, и там пусть подтянутся, посмотрят и так далее. Но коли нет вопросов, пойду почитаю на досуге. Или есть вопросы? Дрова, Антон. Вопросики, вопросики. По-разному. Иногда день, иногда 20 минут, иногда еще меньше. Обнаружение, приобретение, аварийной ситуации, обнаружение 104. Молодец, могла была хочу и была. Ну, вроде на тахула. Вот Амбастан копалка ола, барустойте мир. Систит. Харарат мир, копалочка. Книга дреза. Так, ну что, плюсы-минусы. Так как я сам якут, вот, вижу в нем только плюсы, но есть, конечно, минусы. И этот минус цена. Больше минусов нету. Цена не из дешевых, согласен. Здорово. И у меня есть, как вы вчера видели, если видели, конечно, ряд предложений, как оплатить и так далее. Ряд условий, надо сказать. И инструкция. И хочу сказать зарубежным зрителям, так, если хотите приобрести, для вас уже с сегодняшнего дня работает одна такая доступное средство, называется валютная карта. То есть вы можете оплачивать на мою карту валютную, которую новенькая совсем. Вот, сегодня только приобрел. Так, и это с помощью этой карты вы отправляете из-за границы без никаких процентов для вашего условия. А когда я буду тут снимать, он, конечно, что-то там наколдует. Надеюсь, маленькую, не экшен. Ну а так, ради вас, вашего же условия такие. Только для вас стараюсь. Вот. Нажмите reset. До тех пор, пока не будет причин. Я первый нож сделал, надо сказать, у великого, без преувеличения, мастера. По-якутски называется Дархан. Ус, то есть кузнец кузнецов, учитель учителей. Имя его Сарел, фамилия Белюкин. Да, тот самый Сарел Белюкин.
у которого я заковал первые 3 ножа. Это было как будто вчера. Да, он мне помог. Делай так, делай так. С помощью его, именно с помощью ему мне стало интересно. И он, в чем плюс, не отказывается. Не отказывается. Ну, у якутов есть такое правило, у кузнецов, в частности. Если человек с улицы пришел, говорит кузнецу: учи меня, научи. Кузнец не должен отказать. Он должен дать возможность. То делал он. Я собственным желанием не пошел. Он сам предложил. Эдуард говорит: попробуй-ка, не хочешь сделать ножик себе? Говорит, у тебя есть, я вижу, у тебя что-то есть. Давай попробуй, говорит. Ну, приехали мы на машине. Тут у меня рядом живет еще один великий кузнец. Прямой потомок. Зовут его Петр Аркадьевич Луковцев. На клеймо у него в их изделиях ЛБ по-русски написано. Да ладно. Вот. У Луковцева Петра приехали. Сорел говорит: вот привез человека. Давай. Как раз там шел конкретно в кузне. У него там одна половина здания кузня, другая мастерская. И на половине кузни уже там ребята ковали. Это был Аял Ичугеев, тоже известный мастер, и Иннокентий Татаринов. Они неоднократные чемпионы, призеры республиканских выставок. Ребята настоящие кузнецы, большие кузнецы, надо сказать. И я им всем очень благодарен. То и каждый раз при встрече говорю, и официально говорю, и публично говорю. Вот. Ну, пришел, ну, дали, ну, вот, заготовочка лежит. Ну, дали-то вот так, ну, хорошо. Думаем, так, 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 так. Ну вот, кувалда, давай, по обуху, давай, это сделай, то сделай. Сначала была пластина, конечно, пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Коряво, что. Ну, взяли, показали, вот так, ну, хорошо. Взял, сделал и забыл. Я тут остался дома, Сорел уехал себе, потом через день-другой звонок, в то время мобильной связи не было. Алло, алло, твои ножи ждут тебя, ты где? А я вообще забыл. И у меня же была работа. Ладно, вечерком как-нибудь зайду. Пришел, оделся дома, рабочий костюм, как говорится, простой. Переоделся, я пришел. Ну вот, так держи, так наточили большой такой. Бж. Так держи, вот так сделай, вот так сделай. Давай, хорошо. Вроде кончик, вроде обух, там. Сделал. Ну вот, после этого делаешь, приступаешь, ну, к закалке, да? Закалки сам делал, сорел. Я только смотрел. Такие огни, такой эффект, такой дым и так далее. Вообще круто. Ну, там никаких ламбады не было почему-то. Потом отпуск. Привет. Отпуск после закалки. После отпуска полируй давай. Руками. Заметьте, руками. Шкурку дал. Я не знал, что так трудно идти железо. Смотрю, он нормально. А ты чисти, говоришь, шкурку. Чистил. Ну идет, ну. Ну вот так. Как первые шаги маленького ребенка. Поэтапно. Потом рукоять сделал. Кстати, он у меня тут лежит. Вообще не пользовался. Рукоять сделал.
И из березы прям. Из деревяшка, береза. Классно. Наклеили там. Пускай засохнет. Минут так 15 взяли уже. Рукоять там на шкурке. Он показал вот такие вот так. Давай, держи вот так, хорошо. Ну, вроде получается. А сам не стоит, не смотреть, не контролирует. Он сам, так как ураган, работает. То здесь, то там. Я, тем не менее, там где-то в уголке стою. Там, ну ладно, не знаю, так, не так. Ну, вроде так. Вот. Потом заканчивается. Ну вот, теперь руками полирую. Руками полирую. Рукоять вроде есть. Держу уже совсем другой. Не то, что там корявый. Уже совсем другой. Уже что-то есть, что-то видно. Ну, коли сделай, точи, говорит. Вот было Марокко. Дал мне штилевский нафиг. Все знают. Штиль. Законченный такой, блестящий уже, старенький. Не знаю, какой угол, я вообще не представляю. А он краем глаза смотрит и вот так делает. Ну вот. Все, день, вечер уже к ночи пошел. Давай, иди, говорит. Завтра придешь, говорю, ну, приду. Завтра пришел, уже такой энергетикой. Что там интересно дальше? Пришел. Давай, ножны делается вот так. Деревяшку вставляешь, вот так приклеиваешь кожу там. Потом пошить и так далее. Ну все сделал. Ножик сделал. Сарел говорит, держи. Надеюсь, это не последнее. Начинай. У тебя есть кое-что уже. Естественно. У тебя кое-что. Заметил, у тебя что-то есть. Давай. Ну, эти слова прозвучали в моем большом голове как алгыс. Если такой человек видит во мне что-то, значит, наверное, что-то есть. А другая половина головы говорит, а, что там, много заработаешь, ага, какой там, работу давай, работай, говорит, скоро отчет и так далее, и так далее. Вот так, месяц шел, второй ушел. А потом говорит, давай пойдем, поехали еще раз, ковать надо. Посмотришь, говорит, ладно, поехали. Пришел, поехали, приехали здесь. В то время я соседом Луковцева не был. Пока еще дом не достроил. Приехал. Ну, вроде еще, ну, дал все. Давай, действуй, как показал. Тут уже ребята подошли. Ну, что-то есть у пацана. Давай, работай, да. Что-то есть. Ну, все по плечу, да. И вот так. Наковал 3 ножа за один вечер. Это неплохой результат для начинающего. Вот. 3 ножа заковал. Да, есть, где-то наверху. Под подушкой есть. Покажу, ага. Когда-нибудь покажу. Напомните еще. Ну ничего. Потом весна, отпуск и уже осень. Тут пришло время выбрать. Когда я собирался уйти с работы, а я 15 лет в одном месте с высшим образованием, зарплата 17,5 тысяч в месяц, дом надо достроить, детей поднять, что-то Эдик надо делать. И эта мысль меня мучила 2 года. Если я решу, уйду, что делать буду? Вообще ничего не знал делать. Я стану кузнецом, буду заниматься кузнечным делом. Такого вообще не было, честно говоря. Предложил работу летнюю, халтура называется. Провести водопровод в далеком деревне, пластиковые блага. А и зарплата вот такая. Конечно, какая?
в то время. Согласился, кормят и так далее. Без проблем, поехал. Срок был месяц, а мы работали там 3. Получили за 3 месяца оплату. И это вообще сумма такая была, экшен. Сразу купил уже Тигр 0,1 коротыш, 54 калибр, до сих пор у меня. Чем учен, я учен рот. Долго копил, но не смог никак. А вот с первой же руками заработанной зарплатой поехал в город и приобрел. Вот. И тогда даже вы, мои зрители, вы знаете, у вас то же самое сейчас. Хотите разделиться, что-то делать, что-то как-то сделать. Что-то надо делать. И мой вам совет. В то время передо мной был глубокий такой неизвестная тьма. Не знал, что делать. Вообще не знал, что делать. Уже первые морозы, на работу не хочу, честно говоря. Не хочу, на ту же зарплату. А они зовут, телефон, там, через жену, там. И прозвучал такое слово. Ну, если не хочешь работать, пиши заяву по собственную. Сами они сказали так, мои коллеги, которых я уважаю, люблю. Все мои 15 моих юных самых таких лет оставил в одном здании, чем я вообще никогда не жалею, подтверждаю. Вот. Сказали, ну, подумал, ну, если человек руками столько может заработать, зачем я работаю там? Оценивал. Ну, если обратно вернуться, ситуация будет та же самая, которая тебе 15 лет. Если хочешь, впереди идти, то есть дальше идти, да? Надо рисковать. Решил. Пришел. Такой мощный такой напористый, решительный, надо сказать. Где бумага? Пришел, а директора, все остальных нету никого. Один молодой пацан сидит. Где все? В отпуске. Куда-то на съемку ушел и так далее. Ладно, где бумага? Пишу. А вдруг тут комок жалости. Хочу плакать, расплакаться. Жалко было действительно. Это не шутка, ребят. По собственному желанию. Ни связи, ничего. Уволить меня из компании. Какое-то число. Осталось подписать. Тут моя половина головы говорит, не делай это. Другая половина спокойно стоит, наблюдает, что он хочет. Действительно не созрел или не созрел. Хочется расплакаться. Действительно. Столько вложил, столько сил, энергии с самых юных лет. Вот. Наверное, поздоровался, да? По чегопу. Эй, мать. Подписал, в ручку положил, бумажку на стол директора и дверью захлопнул сильно. И, как говорится, питерскими шагами, то есть как Петр Первый. Пошел достойно домой. Да-дан-да-дан. Половина дороги такие мысли. Красавчик, наконец-то. Но другая половина. Дурак, что ты будешь говорить жене? Эх ты, чем кормить будешь своих малышей и так далее. Спасибо. Ну так, пришел домой. Жена спрашивает, ну что, дурак? И что будешь делать? Лежу, думаю, ничего не идет. Никто не звонит,
Неделька прошла отменно, отдыхал. Вторая пошла. Что-то желудок что-то требует, журчит, гурчит. Карманы дырка. Ни бублики, ничего. Лежу, думаю, ничего не входит. Ну ничего, хочу это делать, хочу то делать. Ну что-то ничего нету. Вот. И в этот момент самый голодный, такой пиковый, решающий, надо сказать, момент, пришел брат моей жены. Давай пошли ковать. Там у нас сегодня будут некое маленькое совещание. Хотим союз создать и так далее. Явно было. Темириттен. Маха катаранну, муха катаранну. Таха катаранну. Он было бы. Имми. Вот. Ну, пошли. Петру. Сарел говорит, там Сарел. Петро. Вот. Иннокентий, Аял. Все там. Вот. Посидели, покурили, как говорится. И Сарел говорит, Петру, давай научи его, пускай тебя презимует, посмотрим, получится ли у него кузнец, обучи его, говорит Сарел. Петр увидел, ну, пускай, поможет, что, попробует, пускай, говорит. И вот у Петра я презимовал. Один большой, длинный, очень полезный зиму. Поработал одно ведро, целое ведро ножей сломанных, целое. Так и стоит. Он им показывает другим. Вот, Брдыга знаменитый, когда ковал оставил, говорит. Хигадади. Темир хигадер. Иди я масына пружината. Ханера техника тугры түкүнүгө. Пашимникта болду. Болнайди. Кара темир баат болы. Кади хранады. Ханера деревна ханера мунугар, жен мунугар. Харайат тигер, гаража тигер болны биле. Ала сайбдама. Окоукты битте. Киена кадага дире хайра хох. Конкретно. Ладно, билиге пинама. Маны байлах дейди. Вот. Тот год ни шиша. Ни шиша. Это первый год. Самый полезный, самый нужный, самый такой для старта, для учебы, самый полезный, нужный. Нужный именно. Ну вот, настал весна уже, первые сосульки и так далее, высоко пришла. Рахса бауланту, хадрахсывай. Бастыгын халы балахна кратахалын химмир. Турамбен уазигома бакаджан курзак ората хабахлани. Бәтті. Дружба аяқпын аяш биттер жеқуду девапылани. Тиміне бақпыл алан сайбытын бар. Эден бире әтте. Өскөтен уанайқын туырын орқын бара болақына. Қайдақты бағалавақын. Нөңе көппөккін. Басты класс көріне әжеңін бәхес класс болаз үшпәккен. Ол бас чөккай. Оны кихи бәйті бовор қайыр жер хатан бот өпте. Қайда уыз. Ән ахаланыран ән бүт жер қағын әппет. Ән бұллана әтиға әтте. Әлеккей уыз бұллана. Хатыр бұлақа бәп бұлай. Қайыр бұлақа қайд. Хатыр бұлақа қайд де. Оты биде дәуді хатаға да өккен. Биде дәудің бүйшік әйік меліға білбәді өккен. Олен, қарауында кетен. Постоянно бит темиріне әджіба бұққына.
Bir timi ambastığın bul. Любой тимири. Буллун отойгин иннин кеннин бахар. Оғуз, қатар, төннөр, чочуй, маннығыбет, төһө катаанағыбет кедеренни ду, бидин төһөр тутарыйду, төбі опыттыт. Эдевенни, бастығы би бедере тимире хала будым не. Тостор, аджанар, хайдар. Білейм бұлана, кимидана табана ибаппын әрі студент отыр бұқтыр. Уаныр отыр бұқтыр. Наха шүйдің оралар. Кырдаққа. Ис егер, ис жіңер, бе хиранынан наны, беханан наны, істе біле жау. Кем қады өревін наған, тахым наған, химмир көстір. Химмир көстір. Ол бұставқаду күріқтеге дуем ұлбаққа химмир көстір. Кимин өлі хеджера, ким кежікті уана хеджера. Ол инстаграмынан басауынан әрі ұлбаққа. Бәйверден біссәвет, бәйверден көссөвет. Қадатта бұғылы бақы. Қандайра қотылуысқа қайыры ұсылғанарын бары біләвет. Нет, это эмоции. Қадатта бұғылы бақы. Антен, бағар, крутой ланкуруза темерінен сайбытынан бар. Бағар тап, давай теоретически ванныға ветемаңын ақпы кейін бұғытынан, туғыры хатыр кейбітінен, давай бағар бар. Ол анын аға темеддер білбәкке әжәңін, ол темері білем бараңын, мен маны білімден красавчикпын, давай башчықы дейін орыр бұлақына, онныға тылы бұлақына, ән красавчиккын. Ты красавчик. Огромно красавчик болуға. Оны бұлланы уже кейі болбақа атыттар уже жағы еқтіра, жақы еқтіра. Көстібе күйістері бақтар. Темир истругун bir bakaydan himмира пакы. Красивый, умный якутский язык, ребята. Но есть слово «и». Правильно, ребята? «И». Просто одна буква «и». Не краткая, а «и». По-якутски переводится до 9 значений «и». Вот поэтому говорят, красивый, умный язык якутский. Но у атруганын, уганар наха шугай, тохтанны кие толлары хоқ. Бири бағарауын, хүріқтақ болын. Онна біліңі, хақылы-мақылы хаңадаққа, біліңі яға илинен оңырыр, илинен қамнастанар кие өйетегелі. Сауфуны хылға 360 тыхынчаны төлі-төлі үйеренен маран, продавысты турар уолаттар кыгыттар ынырга бөхтөр. Үдді өріқтақ горна ден, үдді өріқтақ финансист, банкир, аррахнай бартын үйрете марандар, иелерин ағаларын сүйетін бардын әтегілі эхен, үп поға гадда маран фигушкой, хопат бейлялар. Когда как кейнлер одноклассниктара әтегілі успутуға сварщик хопыр үйрен бітерен маран, сварщиктар әтер бұлаға құрзағына әжалар, ән бұлағына сыуфуны ханды бідірәд. Той яқына илейдің оңыры тағырар кейі қамнаға лұқан. Бән төхіні оңырауын барығын бән кені. Бән жы дұрубиен, бән жы қамнағын, бән жы байын. Талы? Ручная работа всегда ценная, ребята. Я говорю своим землякам, не надо учиться высшего образования. Платят очень огромные деньги. Я знаю много высшего образования людей, которые работают по специальности. И эта специальность у них получается шофер, водитель и продавец. Много их. Сейчас нынче пришло время для ручной работы. Те, которые работают руками, тот и зарабатывает. Сейчас такое время. Года 2 назад, даже 3 назад, по всей центральной России пошел такой вид бизнеса делать ручной ковки.
там обороты и так далее, и так далее. Да, этот бизнес был очень хороший, это кузнечный бизнес до сих пор есть, но, как жалуется мой один дорогой, очень дорогой друг, который живет в Липецке, он обанкротился, к сожалению. Пришли люди, сказали, делать, делали, но цены разломали 10 раз. Потом он обанкротился. Пришли люди с станком, никакой ручной там нету, засовываешь металл, даже не красный, просто металл черный. Все, он делает там елочку и так далее, и орешки. Ну, будет своя кузня, ребята. Милости прошу. Приедете, научитесь. Срок будет 5 дней. Стоимость пока не знаю. Но будет нормально и вам, и мне. Будете жить на кузне моем. Там и питаться. Там и все удовольствия. Не на улице и так далее. Вот. Но это в будущем. В этом году. Вот. Планы огроменные, работы много, а я тут сижу, болтаю. Ради вас. Хочется спать? 46 минут. Ё-моё, еще вопросы есть? Ребята, вопросы есть? Вопросиков нету? Коли нету, у матросов нет вопросов. Ну что, в конце хочу остановиться еще раз, поблагодарить тем, кто в своих статусах по WhatsApp вставляет ролики про лоты. Да, и мне тоже интересно, ребята, с вами общаться. Вот. Величины спада, снижения сетевого напряжения. Вот. Репостните, ребята, репостните. Так, понедельник, наверное, распечатаю все-таки. Спасибо, ребята. Понедельник распечатаю. Вот. Друзьям своим скажите, передайте. Вот. Те, которые за рубежом, привет огромный. Участвуйте, у всех есть возможность. Почему бы и нет. Вот. И если список будет уже конкретно нормальный, то будет 2 ножа, которые я предоставлю 18 где-то 17 числа. Вот, протестируем вместе, посмотрим, что за какие за лоты мы боремся. Вот, и нынче рекорд один человек приобрел. Так. Не 327. В тот раз был 51, сейчас 27 всего. 27 билетов приобрели. Один человек. То есть у него есть шансы 27 раз больше, чем ваши. Понимаете? То есть в банке 28 билетов. Из них 27 его лично одного человека. Понимаете разницу? Так что уравняйте шансы. Советую. Вот. Вот. Уравняйте шансы. А что кому попадется, решит волшебная палочка с моих, естественно, рук. Это мы узнаем через дней так 9 всего. Осталось всего ничего. Так что шансов у всех есть. Хоть и одному. В большинстве. По одной, то есть. Вот. И все. Если захочу, так, завтра увидимся.